Но что бы они ни делали, как говорится, человек предполагает, а Аллах располагает. Они не могут сейчас остановить эту войну. Единственное, они что могут, это украсть у нас победу, вмешаться и не дать дальше, в последний момент, сломиться российской военной машине. Все прекрасно помнят, вот это 96 год, когда в Грозном вот Хасавюртовские соглашения заключили, закончилась война. Сегодня они называют это предательством. Там винят это Лебедя, остальных, вот они предательство совершили. Но тогда ситуация такая была, если Лебедь не принялся за заключение мирного договора, у русских здесь армии не было. Они сломались, они полностью, выдохлись, и они уже против своих поворачивались, тысячами сдавались они. Лебеди надо было награждать, они сейчас говорят, это позорное заключение мира, там, туда-сюда, все вранье. Все говорят, вот там из-за Дагестана началась война, другое, десятое, опять же вранье. Когда Хасавюрты договор заключали, Лукин, сейчас у них этот идиот по правам человека, он сказал, ничего, мы лет 5 окрепнем, мы вам покажем. И они готовились все время к войне. Еще в 98 году, они на 99 год бюджет Русни заложили расходы на войну. Даже тот же Лебедь говорил, я хотел подготовить 50 тысяч волкодавов, когда заключал по союзу. Это их имперские амбиции, они никогда не остановятся, если мы их не остановим силой. Но Россия уже не та. Сейчас у них планы, вот сейчас они пытаются 28 губерний разделить всю Русню, у них 89 типа губерний не справляется. Но это тоже планы по развалу Русни. Тоже руководство Русни явно, как говорится, вроде заботится о благе Русни, пытается, империя делает, все это тоже разговоры. Россию разрушают они, но еще более разрушаем ее мы. Нам кажется, что мы просто здесь ведем маленькую войну, это неправда. Эта война полностью истощает Русню, она уничтожает Русню. И самое главное, что нам нужно, это терпение, спокойствие. Алхамдулилlah, иншаллах, у нас хватает это. И дай Аллах еще больше нам терпения. Наш пророк, саллаллаху, сказал, если ты знаешь, что даже уверен, проживешь 100 лет, готовься сейчас к смерти. Если ты сейчас даже умрешь, планируй на 100 лет. Так и мы должны, даже если будем знать, завтра закончится война, мы должны планировать эту войну еще на десятки лет вперед. Но если даже на десятки лет и продлится, мы знаем, мы должны быть готовы встретить окончание войны и сегодня. Потому что когда что случится, только Аллах знает.